Здравствуйте, меня зовут Курамшина Ольга Юрьевна, я учитель-логопед, я дефектолог, я руководитель логопедического кабинета «Логос», многодетная мамочка, то есть про речь я знаю не понаслышке. Если мы рассмотрим прям очень узко, то это коррекция речи, любой устной, письменной речи. Да? Туда включается и коррекция звукопроизношения. И по-хорошему, на самом деле, сначала это запуск речи, потом коррекция звукопроизношения, развитие фонематического слуха, развитие словарного запаса, развитие лексико-грамматической структуры слова. То есть всем тем, что так или иначе связано с речью. А во втором периоде, это уже школьный период, там подключается еще и письменная речь, это чтение и это письмо. Но вообще очень многие специалисты рекомендуют к логопеду обратиться первый раз в первый год жизни. То есть в годик, когда мы проходим всех специалистов, мы проходим дополнительно стоматолога, ближе к году, потом уже нужно показаться к логопеду. По отношению к ребенку, конечно, возможно, там как-то сильно большой диагностики не будет, но будет большой сбор анамнестических данных, то есть это этапы развития ребенка, по результатам которых специалист уже сможет подсказать, ребенок в зоне риска или у вас развитие идет по норме. Также дать определенные рекомендации для своевременного развития речи. Чем раньше, тем лучше. Если беременность протекала не очень хорошо, роды протекали не очень хорошо, то здесь я прям рекомендую выходить на логопеда прям в первые дни жизни ребенка, потому что специалист подскажет, как не допустить фатальную ошибку и не допустить нарушения в речевом развитии. Исправить это сложно, но можно. А вот точно, что могут родители сделать, это не допустить речевых нарушений. И профилактика – это на самом деле, с одной стороны, самый простой метод, самый дешевый метод, но он самый самый эффективный метод. То есть когда мы видим, когда мы понимаем, что есть какие-то предпосылки, и своевременно это отрабатываем, убираем, то дальше развитие идет по своим возрастным этапам без проблем. Так что лучше именно заниматься профилактикой. Тем более сегодня информации более чем. Просто надо отслеживать, понимать все возрастные нормы. И вот здесь, знаете, такая большая рекомендация. Я всегда эту рекомендацию говорю своим родителям. Никто, кроме вас, вашего ребенка не знает. И если вас что-то смущает, но специалист не видит в этом проблему, обратитесь к другому специалисту, ищите. Вас смущает не просто так. То есть фраза «Ой, мамочка беспокойная» или еще что-то. Нет, это неправда. Очень-очень важно именно понять, почему беспокойство идет, и причину беспокойства убрать. На ранних этапах это делается все очень легко и просто. ЗРР – это задержка речевого развития. Обычно этот диагноз ставится детям до 3 лет. Обычно ставит его невропатолог. Реже может поставить терапевт, также может этот диагноз поставить логопед. Еще момент, логопед не ставит диагнозы, он делает логопедическое заключение. О чем это говорит? О том, что по каким-то причинам речь не соответствует возрастным нормам. А это на самом деле уже для родителей должен быть маячок. Почему не соответствует, что надо сделать? То есть это уже предвестники того, что речь будет развиваться не по возрастным нормам. И на это необходимо обратить внимание своевременно. Это проще. Во-первых, тут очень важно понимать, какие у него речевые нарушения. Это очень важно. К примеру, если ребенок не понимает обращенную речь, это называется сенсомоторная алалия. И если он останется в окружении сверстников с нормальной речью, фактически сверстники будут для него люди, говорящие на иностранном языке. Он не будет просто понимать, о чем они будут говорить. И смысла, конечно, тут нет. Но мы все-таки знаем, что окружение нас развивает.
И вот здесь, смотрите, с одной стороны, сверстники, тут очень важно понимать, какое логопедическое заключение. Чем сложнее, тем более узконаправленная деятельность должна быть. Если это возрастные несовершенства речи, да, ребенок вполне может вытянуться. Но в любом случае своевременное обращение к логопеду, хотя бы понять, это в норме, не норме, и как помочь ребенку. Потому что чуть позже, это в школьный период, дети начинают дразнить. То есть это может вызвать, наоборот, психологический дискомфорт, скажем так. Поэтому, с одной стороны, да, может помочь, с другой стороны, все хорошо в меру. Логопедические группы работают обычно на базе детских садов по логопедическому обследованию. То есть логопед проводит обычно после Нового года, до февраля месяца, проводит логопедическое обследование и выявляет тех детей, у кого более серьезные речевые нарушения. Это ребенок говорит, допустим, непонятно, ребенок не умеет связывать между собой слова в предложение, ребенок вообще, может быть, не умеет говорить, либо у него нарушено огромное количество звуков, либо не сформирован фонематический слух. Вот это все те причины, по которым ребенка могут зачислить в логопедическую группу. В логопедическую группу зачисляют по результатам психолого-медико-педагогической комиссии. То есть вначале логопед проводит диагностику, потом после логопеда ребенок направляется на ПМПК, психолого-медико-педагогическую комиссию. По результатам этой комиссии ребенку рекомендуется или не рекомендуется логопедическая группа. Из практики, если ребенку рекомендуется логопедическая группа, это неспроста, и прям рекомендую пойти в логопедическую группу. Почему? Потому что в логопедической группе всегда работают самые лучшие воспитатели, самые лучшие логопеды. Почему? Потому что там дети с более серьезными речевыми нарушениями, и профессионализм там должен быть выше. Плюс, как я называю для наших родителей, я говорю, плюс там очень много плюшек. Во-первых, там меньше детей. По нормативу, конечно, должно быть до 14 детей, но даже 20 это намного меньше, чем больше 30, да, это раз. Во-вторых, с ребенком логопеды занимаются чаще. И опять-таки, если, допустим, вы видите, что в группе больше 16 детей, то тут я рекомендую параллельно еще заниматься частно с логопедом. Почему? Потому что объем детей очень большой, и логопед просто физически может не успевать охватывать всех детей. Поэтому, если ребенок зачислен в логопедическую группу, для родителей это уже даже не звоночек, это большой клаксон о том, что ребенку необходимо помогать, чтобы он пошел комфортно учиться в общеобразовательную школу. То есть это просто группа, которая целенаправленно развивает речь, готовит. Да, но это сложнее. Почему? Потому что у человека уже сформировались привычки. То есть фактически надо стереть весь тот предыдущий багаж, весь тот предыдущий опыт и перезаписать новые знания. Да? То есть на самом деле это очень сложно по нескольким моментам. Первый – перезаписать. Второй, любой навык у нас формируется следующим образом. Вначале мы знакомимся с этим навыком. Давайте, к примеру, рассмотрим чтение. Вначале ребенок узнает буквы. Следующий этап, он начинает буквы соединять в слоги, то есть он начинает пользоваться этим новым навыком. И очень часто дети, допустим, смотрят на букву А и могут сказать, допустим, Л, да, или еще какую-то, и поменять букву, или смотрят на О, говорят У, да, потому что они еще пока не знают правильного названия букв. И здесь взрослый поправляет. Нет, смотри, это У, это такая буква. То есть это называется контроль извне. То есть ребенок уже познакомился с навыком, он его знает, но пока еще не сформировалась привычка всегда правильно пользоваться этим навыком. И здесь контроль извне подключается, когда взрослый, когда просто другой человек, который в этой теме развит, он может подсказать.
Да, то есть это могут быть также наставники какие-то. Он может подсказать. И потом следующий этап, когда у нас уже этап контроль извне отработан хорошо, и человек начинает автоматизировать, допустим, ну, к примеру, в звуках это так, ребенок учится произносить звук «р» и говорит «укавичка», потом «рукавичка», да, то есть тогда, когда человек сам себя поправляет, это уже говорит о том, что ребенок перешел на следующий этап самоконтроля. Вот наша задача довести до самоконтроля, поэтому без без помощи очень сложно перейти из навыков в самоконтроль. А взрослым очень часто неудобно обращаться за помощью, чтобы их просто отслеживали, контролировали, чтобы своевременно поправляли. Потому что, опять-таки, я консультировала со многими взрослыми, разговаривала, я говорю, слушай, как? Он говорит, да, я не слышу, что я, допустим, картавлю, я говорю нормально, но все говорят, что я картавлю. Да, то есть человеку кажется, что он говорит качественно. Поэтому, если он хочет исправлять некачественное звукопроизношение, обязательно надо найти такого человека, который согласится подсказывать, помогать, обращать внимание систематически. И не каждый взрослый готов вот на такую дискомфортную для себя ситуацию. А так, в принципе, можно. Только сложнее работать, но можно. Угу. Ну, на самом деле, это реальные вопросы жизни. И да, речь может ухудшиться. Но речь ухудшается максимум до месяца. Да? То есть все дети, все мы люди разные. Есть ведомые, есть ведущие. И бывает, что когда собирается новая общность, то дети начинают друг под друга подстраиваться. И вот более ведомые дети, да, действительно, они могут начать говорить хуже, но это длится буквально, максимум месяц, максимум. Обычно недели, полторы хватает. Потом все дети возвращаются обратно на свои уровни. Вот с чем пришли, они вот через где-то 2 недельки, да, адаптации, они обратно все на свои эти уровни возвращаются, и уже отсюда стартуем. Но так как логопедическая группа — это всегда меньше детей, всегда целенаправленная работа по развитию речи, то динамика, прям явно хорошая, поэтому не бойтесь. И, как я всегда говорила, вот когда раньше работала в саду, я всегда говорила, ваши дети уникальные. У них действительно на самом деле есть опыт толерантного поведения. Потому что в логопедическую группу попадают абсолютно разные дети. Может в логопедическую группу попасть ребенок с ДЦП, может с аутизмом, да, то есть когда, мягко говоря, такое нестандартное поведение, такое, которое на улице ты не встретишь. И мы учили детей не обращать на какие-то вещи внимания, как-то с этим работать, да, то есть это уникальный опыт, это классный опыт. И вот это дети, которые действительно становятся толерантными, терпимыми, не люблю слово толерантный, да, терпимыми к недостаткам в общепринятом понимании, да, других людей. И они более открыты. То есть они видят, что да, человек, он не похож на меня, но при этом он может быть моим другом. И с ним может быть интересно проводить время, с ним может быть интересно играть. Поэтому это классный опыт. Прям замечательный. Идите. Если есть показания в логопедическую группу, идите, прям точно не пожалеете. И, как я уже говорила, что родитель — это самый главный специалист в жизни ребенка. И кроме вас, вашего ребенка не знает никто. Поэтому если пропала речь, либо вы видите, что ребенок растет, а речевое развитие или вообще другое развитие, да, не идет в том темпе, в котором должно было бы быть, это уже повод обратить внимание, не ждать прекрасных каких-то чудес, что мы завтра проснемся и будет все хорошо. Нет, если пошел какой-то сбой, то есть любое торможение и любой откат, это говорит о том, что организму очень-очень плохо. Вообще все в природе, да, не должно стоять на месте, оно всегда должно двигаться вперед. И то есть, если мы двигаемся медленно, то мы уже можем начинать откатываться, да. И если у ребенка явно мы видим, что нет развития, либо идет откат в развитии, это такое как пропадание речи, пропадание понимания речи, это всегда говорит о том, что организму
очень плохо ребенка в охапку и выясняем, в чем дело, потому что да, восстановить можно, но это будет сложно. Плюс на этом фоне еще может появиться детский негативизм. Потому что еще буквально несколько недель назад я мог говорить, сегодня я не могу говорить. Меня раньше понимали, сейчас меня не понимают. И ребенку это, конечно, очень сложно переживать, поэтому любая остановка, любой откат, это всегда, это не звоночек, это большой колокол, и надо идти и искать тех специалистов, которые будут с вами на одной волне, которые поймут, увидят проблему, потому что это проблема. И уходить не надо в надежде, что, вот подождем до 3, и там будет лучше. Не будет. Здесь все очень индивидуально в зависимости от логопедического заключения. Если у ребенка, например, сенсомоторная алалия, сенс — это понимание, моторная — это непосредственно моторика, да, то есть я не понимаю обращенную речь, и я еще и не понимаю, что у меня должны делать губы, язык, чтобы сказать чтобы произнести определенный звук, сказать определенное слово. Они действительно этого не понимают. И тут мы начинаем, конечно, коррекционную работу достаточно рано. Чем раньше, тем лучше. И она может продлиться до 4-6 лет. Если это просто нарушение звукопроизношения, то в среднем есть такой норматив 3 месяца на 1 звук. То есть от абсолютного нуля до звука в речи, когда человек говорит и даже не задумывается, как должны работать губы, как должен работать язык. Да? Это же навык нарабатываемый. И когда мы ставим звуки, как раз ребенок на это все делает большой акцент. То есть мы постоянно в этом внимании. И представляете, в речевом потоке ребенку надо поймать этот звук, сделать всю правильную артикуляцию и потом говорить дальше. Но дети чаще всего, так же как мы взрослые, они очень адекватные люди. И для них очень важно, что говорить, а не как говорить. Да? И если это возрастные несовершенства, да, либо более легкое нарушение, то там в среднем 3 месяца на 1 звук. Все в зависимости от именно речевого нарушения. Именно поэтому, чем раньше мы обращаемся к логопеду, тем более простая, более быстрая и более эффективная динамика идет. Как выбрать логопеда? Во-первых, это вот все, что связано с профессиями человек-человек, ищем душой. Приходим к специалисту, не поленитесь диагностики пройти у разных специалистов, посмотреть, послушать. Ваш специалист вас считает, вашего ребенка считает буквально за 10-15 минут. И он будет рассказывать вам не про какую-то сторону вашего ребенка, а он прям вот как написанную книгу будет читать вашего ребенка. И он будет рассказывать вам про разные стороны вашего ребенка. Вот если вы встречаетесь с таким специалистом, считайте, что вам очень сильно повезло, и работаете. Не смотрите на опыт работы. Почему? Потому что бывает... У меня такая ситуация примерно была, да, когда у меня ребенок пошел в школу, и я помню, наша учительница ругалась, она говорит: я заслуженная, я отличник образования. Ребенку вообще нет дела, какая у тебя корона. Ты мне каждый день здесь и сейчас доказываешь, что ты имеешь право называться педагогом. Да? То есть ребенок не смотрит на какие-то наши заслуги. Здесь и сейчас. Мне с тобой интересно, мне с тобой хорошо, ты мне даешь что-то новое. Иногда даже, смотрите, бывает так, что я как педагог, я могу быть достаточно жестким педагогом, но при этом ребенок может уходить из моего кабинета и говорить: ты плохая, я с тобой больше не разговариваю. А потом на следующее занятие приходит: Оля, привет, обнимаемся. Почему? Иногда через тернии к звездам. Да, то есть, да, может быть тяжело, но мы идем к своей цели. И когда ребенок видит, что его уважают, его ценят, ему комфортно работать. И здесь вот это очень важно понять. Маме вначале посмотреть на опыт специалиста, да, как специалист рассказывает про вот это вот нарушение у ребенка, которое есть. Да, то есть, что говорит логопед, это очень, очень важно. Не столь важно, какой у него опыт работы, и не столь важно, какие у него заслуги. Потому что вот каждый раз, как я говорила, да, каждый раз в работе с детьми ты здесь и сейчас доказываешь, что ты имеешь право его чему-то учить.
С одной стороны, это все просто, с другой стороны, сложно. Поэтому рекомендую прям не пожалеть денег и походить по диагностикам, посмотреть. Тот специалист, который прочтет вашего ребенка, расскажет, объяснит. Тот специалист, который будет вам понятен как маме, то есть вы его слушаете и вы понимаете, мои шаги такие, 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 надо сделать так, все, то есть все расписано, все понятно. Скорее всего, да, это ваш специалист. Бывает такое, что очень сильный специалист, но не сошлись. Специалист классный, ребенок шикарный, но не сошлись они между собой, скажем так, характерами, да, и не идет динамика. При всем, что более молодой специалист, без опыта работы, но с горящими глазами, он может дать фантастическую динамику. Поэтому на это не обращайте внимания.